Оккупанты собираются штурмовать новый город-миллионник. Сколько коллаборантов в Херсоне и белорусские контрабандисты, которые роют туннели не хуже ХАМАС. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Скандал в ЕС. Европа снова хочет покупать газ у России. И еще одна страна намерена забрать часть Украины. Путин заранее готовит почву, чтобы не выполнять мирные соглашения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Бои за Покровск. Россия бросила все силы на штурм. Оккупационные войска сосредоточили основные удары на Покровском направлении, пытаясь прорвать украинскую оборону. Бои идут в районах Водяного 2, Елизаветовки и Миролюбовки. Оккупанты пытаются обойти Покровск с юга, но украинские силы держат оборону и уничтожают врага. Ну а в сети появляется видео с админ-границы, где слышно звуки артиллерии. Дніпропетровська область. Донецька область. Перший раз ми тут на стелі і чуємо вибухи. Війна наближається все ближче. Ніколи ми тут не чули, щоб бахало. До Покровска кілометрів 30. Несмотря на массированные атаки, ВСУ контролируют территорию, наносят удары по живой силе и технике противника, во всяком случае, об этом говорит украинский генштаб, но ситуация остается напряженной. Российские войска не могут пока добиться прорыва. Мы поговорили об этом с военным аналитиком Денисом Поповичем, а именно о том, стремятся ли российские войска не просто зайти в Днепропетровскую область, а и пойти прямым курсом на Днепро. Российская армия не идет к Днепру. То есть российская армия может зайти на территорию Днепропетровской области в рамках своего обходного маневра и попытки обойти город Покровск. Ну, Покровск, мы знаем, находится недалеко от административной границы с Днепропетровской областью. И противник сейчас пытается обойти Покровск с юга-юго-запада. Ну, то есть западнее Покровска как раз лежит Днепропетровская область. И нащупывая слабые места в обороне вооруженных сил Украины, конечно же, он может в этом процессе зайти на территорию Днепропетровской области. Такое вероятно. То есть, и я, конечно же, предвижу вой российских пропагандистов, что вот ура-ура, мы зашли на территорию Днепропетровской области, но я хотел бы, чтобы все понимали на самом деле, что это будет за заход, в рамках каких маневров он возможен. Наступление непосредственно на Днепропетровскую область для того, чтобы ее оккупировать, продвигаться к городу Павлоград или городу Днепр, на сегодняшний день такой возможности у противника нету. Крупный российский нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске вынужден приостановить работу. Удары вывели из строя оборудование. Последняя атака была еще в декабре, тогда горели резервуары с топливом. Оказалось, что восстановить предприятие после таких прилетов не так-то просто. В 2024 году он переработал по разным оценкам от 3 миллионов тонн нефти, хотя может перерабатывать 7,5 миллионов тонн, но работать по полной ему мешали атаки. Спутниковые снимки подтверждают серьезное разрушение, и теперь завод вряд ли сможет быстро вернуться к работе. Кремль уже ищет лазейки, чтобы в будущем спокойно слить любые договоренности. По данным Института изучения войны, Путин не собирается их соблюдать. Путин указал, что не будет рассматривать мирное соглашение как обязательное для выполнения, пока действует указ президента Владимира Зеленского от 2022 года о запрете переговоров с ним. Однако, даже если украинская сторона согласится отменить этот указ, Путин, вероятно, найдет новые основания для нарушения договоренностей. Но даже если подобный запрет отменят, Кремль точно найдет новый повод отказаться от выполнения договоренностей. Эксперты напоминают, Россия уже обманывала мир, нарушая Минские соглашения в 2014 и 2015 годах. Теперь все идет по той же схеме: обещания, манипуляции и последующее нарушение договоренностей. Что думаете вы, будет ли Путин соблюдать правила, будет ли он соблюдать договоренности, которые, возможно, сам и примет, и будет ли он, в принципе, хотя бы пытаться их соблюдать? Пишите в комментарии, не стесняйтесь и пишите свои мысли.
ЕС планирует снова покупать российский газ. Чиновники обсуждают возможность возобновления закупок в рамках потенциального урегулирования войны в Украине. Сторонники этой идеи считают, что это поможет снизить цены на энергоносители в Европе, побудит Москву к переговорам и создаст условия для прекращения огня. По информации Financial Times, некоторые официальные лица из Германии и Венгрии поддерживают эту инициативу, рассматривая ее как способ уменьшить стоимость энергии. Но такие обсуждения вызвали резкую реакцию среди восточноевропейских стран, которые в последние годы стремились сократить зависимость от российских энергоносителей. Один из чиновников назвал эту идею безумием и выразил недоумение по поводу ее рассмотрения. Кроме того, американские экспортеры сжиженного природного газа обеспокоены, что возобновление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной. А тут еще и в ПАСЕ отказались называть Путина террористом, мол, это оскорбление. Там не захотели рассматривать предложение украинского депутата Александра Мережко, который предложил официально признать Путина террористом. В секретариате заявили, что такие выражения неуместны в документах организации. Украина – вымышленное государство, и рано или поздно ее территории разберут соседи. Считает так как раз один из представителей этих самых соседей, румынский ультраправый политик Келен Джорджеску. Видимо, из Кремля прислали старые методички, потому что такой сценарий мы слышали уже в 2014-м. Мир меняется, границы будут меняться. Более того, если границы будут меняться, то где мы находимся? Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется у поляков, и Малороссии. При этом он назвал Украину Советской Республикой и предрек ее исчезновение. Сторонников России в Херсоне просто толпы. Настолько много, что при первой же возможности, когда ВСУ освободили город, они массово разбежались кто в Крым, кто в Россию, а кто и вовсе тихо переобулся, пряча русский мир на антресоле. Так, ну или почти так, считает российский коллаборант Сальдо, которого оккупанты оставили управлять на месте. Видимо, поэтому Россия обстреливает Херсон каждый день, потому что там очень много ее сторонников. Неравнодушных жителей и понимающих, что будущее не с НАТО, а со своими братьями русскими, вот, там хватает. Да, им затыкают рты, им создают условия, при которых они не могут ни по телефону поговорить там с кем-то из знакомых, из друзей, ни какое-то там, допустим, видео на улице снять. Это просто там террор в 10 раз, наверное, больше, чем террор, который можно себе представить. Люди не имеют возможности, не имеют права ничего сделать. В самом Херсоне, там, в Береславе, в Белозерке, это населенные пункты более крупные на территории Херсонской области, на правом берегу. Вот. Но, подчеркиваю, конечно же, пока все будет продолжаться активная фаза СВО, наши действия будут адекватными, в том числе и на правобережье. Россия снова воюет с коммунальщиками. В Херсоне оккупанты обстреляли мирного жителя. Днем российская артиллерия ударила по работникам коммунального предприятия. 62-летний мужчина получил тяжелые осколочные ранения груди и живота. Его состояние критическое. Мы поговорили о том, что происходит на Южном фронте, в Херсоне, и об активности оккупантов там, с военным аналитиком Денисом Поповичем. Вблизи Херсона идет битва за острова в русле Днепра. Она идет с переменным успехом. Но для того, чтобы им атаковать Херсон, вы понимаете, это форсирование Днепра раз, сама по себе операция нетривиальная, мы это прекрасно понимаем. То есть форсирование Днепра — это не форсирование речки Оскол. Это во-первых. Во-вторых, Херсон находится на правом берегу, а он везде выше по Днепру. Вот по всему течению Днепра правый берег этой реки, он, как правило, выше, чем левый. И в Херсоне это точно так же, и в Киеве так, и в Херсоне так. А если он выше, тогда это контроль, это более выгодные позиции для артиллерии, для дронов, которые способны сорвать любую попытку форсирования Днепра. Но даже если у них это получится, и даже если они создадут такой плацдарм, как его поддерживать? Его же нужно будет поддерживать, нужно будет далее перебрасывать какие-то, подкрепления, оружие перебрасывать, боеприпасы перебрасывать, эвакуировать раненых, хотя они их не эвакуируют, да, то есть они их удерживают, они их бросают просто. Хотя бы даже подкрепления нужно пытаться перебрасывать для того, чтобы этот плацдарм развивать. А по правилам военного искусства, если мы хотим устроить плацдарм,
то мы должны его как-то поддерживать. То есть должно вестись какое-то параллельное наступление с другой стороны, для того, чтобы соединиться с теми, кто этот плацдарм создал. Либо же нужно его развивать, его нужно дальше расширять. А для этого нужна переброска новых войск. А как ты их перебросишь, если правый берег контролируется, в нем стоит артиллерия, которая выбивает все, что находится на левом берегу? Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев самолета «Бомбардье», который столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. Пока не ясно, это самописец или регистратор данных о полете. На месте катастрофы работают 300 спасателей. Уже найдено 19 тел на момент записи этого видео, но официальные данные о жертвах не озвучены. Перед столкновением диспетчер спросил пилота вертолета, видит ли он лайнер, и дал разрешение пройти позади него. Через 13 секунд случился удар. Прежде всего, я хотел бы выразить глубокую скорбь по поводу этих событий. Это трудный день для всех нас в American Airlines. И сейчас наши усилия полностью сосредоточены на нуждах наших пассажиров, членов партнеров, членов экипажа, сотрудников служб быстрого реагирования, а также их семей и близких. Дональд Трамп заявил, что трагедии можно было бы избежать, если бы военные изменили курс. Это говорит мне о том, что это был тренировочный полет вертолета. На нем, очевидно, не была включена система слежения АДСБ. Это сигнал, который посылается авиадиспетчером для отслеживания самолетов. Кроме того, он является важным компонентом другой системы, которой оснащены все коммерческие и военные самолеты, и которая предупреждает их о других самолетах, находящихся на пути столкновения. Но АДСБ должна быть включена. Это самая крупная авиакатастрофа в США за 16 лет. Последней крупной аварией в этом аэропорту, национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, была катастрофа рейса 90 авиакомпании Air Florida в 1982 году, когда Boeing 737 врезался в мост 14-й улицы и упал в реку Потомак вскоре после взлета, и тогда погибло 78 человек. Израильская армия остается в Дженине на западном берегу реки Иордан и останутся в одном из самых крупных лагерей палестинских беженцев. Там, к слову, этот лагерь в Дженине перестанет быть лагерем для беженцев. Мы объявили войну палестинскому терроризму в Иудее и Самарии. Операция «Железная стена» проводится для того, чтобы разгромить террористическую инфраструктуру, созданную в лагерях палестинских беженцев при помощи иранского финансирования и вооружения. Цахаль предлагает все усилия в лагере беженцев в Дженин и в других лагерях, чтобы помешать террористам и уничтожить террористическую инфраструктуру. Кроме того, Кац направил послание палестинской автономии и призвал ее прекратить финансирование, цитирую, убийства евреев и, цитирую опять, начать серьезную борьбу с терроризмом. Белорусские контрабандисты не перестают удивлять. На границе с Литвой обнаружен 25-метровый подземный тоннель, ведущий из Беларуси в Литву, предназначенный для контрабанды. Сотрудники службы охраны государственной границы Литвы обнаружили тоннель, который использовался для незаконной транспортировки товаров. Это не первый случай обнаружения подобной инфраструктуры на границе между Беларусью и Литвой. Контрабандисты продолжают искать новые способы обхода пограничного контроля, несмотря на усилия правоохранительных органов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.